молодежи, естественно, отдел культура будет заниматься книгоизданием. То есть это переиздание и новое издание книг. Мы этим занимались по 3-4. Вот в этом году у нас новое издание 3 книги. К 2019 году, естественно, будет еще 3 новых книги. Не буду озвучивать, пусть это будет немножко сюрпризом для вас. Я думаю, мы будем делать презентацию по выходу этих книг. Вы узнаете, что это за книги, и сможете приобрести, естественно, их. Также в этом году предполагается сделать перевод мультфильмов, что в принципе каждый год ежегодно и делается. Конкурсы на знание своей культуры в школах, в садиках и так далее. Среди детей, среди молодежи. Пошив национального костюма 18 века. Опять же, мы внесли это в программу и думаю, мы, наверное, это осилим. Все-таки это будет интересно. Особенно молодым абазинам, которые, в принципе, задают себе какой вообще национальный костюм и чем он отличается, именно абазинский. Вот, следующее такое вот мероприятие — создание кружков. Вот у нас были в прошлые года созданы кружки разного типа, скажем так. Вот это и хоровой кружок, и танцевальный кружок, и кружок народно-прикладного искусства, и многие другие. Вот в этом году, видимо, мы через гранты будем создавать новые кружки, опять же, с помощью людей, которые захотят это сделать, которые могут это делать. И будем продвигать как бы через эти кружки культуру, искусство, скажем, народно-прикладное искусство или еще какое-нибудь другое, у кого какое будет желание создать что-то, культуру абаза народа. Вот. Следующее мероприятие такое — увековечение памяти деятелей культуры народа абаза. Ну, очень немножечко такое сложное мероприятие, и мероприятие, естественно, которое без, наверное, государственного вмешательства никак не получится реализовать. В принципе, если мы хотим его на республиканском, на городском или же на районном уровне. Вот. Но опять же не буду останавливаться. Кому будет интересно, в принципе, можете писать, я отвечу на эти вопросы, или же на Лошара мы можем побеседовать об этом. Это мероприятие реализовано, я думаю, в новостях, пусть это будет на нашем сайте, на YouTube-канале, или же в газетах, или на телевидении на ГТРК, Архыз-24 и так далее. Вы можете узнать подробнее, естественно, как это происходило, что и в честь кого была увековечена память того или иного деятеля. Вот. Проведение Дня культуры народа абаза, Дня флага. Вы уже знаете, традиционное такое большое красивое мероприятие, грандиозное. Я на нем остановлюсь чуть позже, подробнее. Проведение День жертв по памяти жертв Кавказской войны 21 мая, вы знаете, мы его тоже уже 3 года как проводим. В этом году у нас есть более такие грандиозные планы по поводу проведения этого дня, более красочно, более расширенно и более интересно, скажем. Так, чтобы люди почувствовали, что этот день действительно день, так как он ни для кого на Кавказе, ну, в принципе, во время Кавказской войны любого коснулась эта проблема, это горе, скажем так. Да? Нету ни одной семьи, нету ни одной фамилии, которой бы это не коснулось. Практически большинство фамилий, которые ушли, часть фамилий ушли в мухаджирство. Поэтому я думаю, что этот день, он касается в первую очередь всех проживающих в нашей республике и всех национальностей, потому что практически нету ни одной национальности, которых не коснулась Кавказская война. Вот. И абазины одни из немногих, которые, в принципе, очень сильно пострадали в этой войне. Вот. И поэтому я думаю, что это будет поучительно
воспитательно поприсутствовать на таком мероприятии, поучаствовать в таком мероприятии и душой и телом прям ощутить вот эту всю трагедию. Мы попытаемся в этом как бы людей немножечко побудить к этому, наверное, потому что раньше было мало. Все понимали, что да, действительно, это есть такая трагедия, была такая война и так далее, но мало кто ощущал, наверное, в душе это, так как 21 мая возле памятника жертвам Кавказской войны очень мало людей собиралось. Больше не только других национальностей, но и абазин. Потому что все-таки большей частью, скажем так, пострадали они, большей частью все-таки как это вот сказать даже, наверное, все-таки надо к этой проблеме подойти ближе, особенно молодежи. То есть, если нам предки что-то сохранили для нас, если что-то они оставили, то мы самое. То есть, ту память хотя бы этой трагедии, первое хотя бы это, второе это для того, чтобы для этого молодежь не будет знать на сегодняшний день, то не дай бог, но при сегодняшнем дальнейшем, опять же, мы не знаем, что будет в этой стране, как говорится, с внуками, потомками и так далее. То есть надо учить, надо прививать, надо передавать это все. Вот следующее мероприятие – это съемки фильма художественного. В этом году мы его заканчиваем. Я надеюсь, в принципе, все идет к концу уже. Я подробнее потом остановлюсь на нем. И мероприятия такие, как гранты Ануала Лошара. Мы с прошлого года выдаем гранты, уже, в принципе, в более расширенном виде. До этого мероприятие было такое, что были конкурсы на новое издание, это в пределах 300 тысяч. Были гранты отдельные деятелей культуры, это было тоже в рамках 300 тысяч. Вот. С прошлого года, в 2017 году, были рамки расширены, естественно, и у нас это Абазинский район, это вот Инджикчкун, село Инджикчкун, очень много грантов пришло оттуда, опять 6 грантов, в принципе, с Абазинского района, и около 550 тысяч было выиграно. Больше половины из них были реализованы на сегодняшний день. Какая-то часть до 2019 года будет реализована. И принимать участие в грантах Ануала Лошара. Любой человек, у кого есть какая-то идея для развития, для поднятия, для своей культуры, может, в принципе, очень принято на ура, можно так сказать. Ну, сейчас хотел бы подробнее остановиться, в принципе, на более красочных больших мероприятиях. Одно из таких мероприятий – это проведение Дня флага, Дня абазинской культуры. Вы знаете, уже традиционно с 2014 года Ануала Лошара проводит этот день, непосредственно за это. Очень красочное мероприятие, потому вместе со всеми народами, турецкой диаспорой, официальная чина. Вот, то есть все движется к тому, что этот праздник становится народным праздником. В принципе, идея была для того, чтобы объединить народ, для того, чтобы у Абаза народа был единый праздник, один, чтобы не было гор, не было морей, не было никаких границ. В этот день все вместе, все друг друга празднуют. Идея такая, чтобы этот праздник развился до такой степени. Вот мы поздравляем друг друга с Новым годом. Кто нас заставляет?
Никто. Мы этот праздник, Новый год, в себя впитали, как это свой праздник. Любая национальность, любая народность, любая страна празднует этот праздник. Никто никого не заставляет. Мы готовимся к нему, мы празднуем, мы друг друга поздравляем. Вот хотелось бы, чтобы в дальнейшем, в ближайшем будущем весь Абаза народ как раз таки в себя впитал День флага, День абазинской культуры, День Абаза культуры, и почувствовал этот праздник так, как вот чувствует тот же самый Новый год. Вот, чтобы каждый позвонил друг другу, поздравлял друг друга, чтобы люди праздновали. Не обязательно ехать куда-то вот в центр, не обязательно приезжать в Черкесск, не обязательно его где-то в одном месте как бы делать. Мы же Новый год справляем и у себя дома, мы же Новый год справляем и у себя в ауле, мы же Новый год справляем и у себя там где-то в районе и так далее, и так далее, и так далее, в школе, в детском саду. Вот, конечно, добиться вот этого, это, я думаю, что нетрудная задача. В принципе, мы идем к этому, и в ближайшем будущем мы придем к этому. Праздник так и должен выглядеть. Он должен быть ненавязчивым, он должен быть праздником, который идет из души, изнутри, от сердца. Вот, естественно, на объединение народа такие праздники необходимы. Сегодня это один праздник, вот такой вот красивый, завтра будет другой, даст Аллах. Но пока мы как бы затеяли вот такой праздник, он подхвачен народом, в принципе, не только в Карачаево-Черкесии, но и за пределами. Те, которые посещают эти праздники, они и так это все видят. Те, которые не посещают, и приходите 23 июля в этом году. До этого мы еще будем объявлять, естественно, что, где и когда все будет. Будем рады видеть вас с нами, как в организаторской способности, так и просто как участников. Так как это праздник, это будут народные гуляния. Празднуем все вместе, как говорится, приглашаем вас на праздник. Так, еще одно такое вот мероприятие, которое, в принципе, очень хотелось бы акцент на него сделать, это съемка художественного фильма, первого художественного фильма за историю Абаза народа. Это будет короткометражный фильм. Снимали мы его долго, если честно, так как он малобюджетный фильм, и в принципе, многое делалось за счет того, что это было, может, даже пожертвование, наверное, людей, так как тратилось мало денег. Больше всего это было сил людей, то есть находились люди, которые со своего домашнего там архива, я не знаю, или же приносили те же самые старинные вещи, да, там 18-17 века. Музей, наш государственный музей Карачаево-Черкесии. Спасибо большое Юрию Ильканову, который, в принципе, помог нам в съемке фильма, предоставил помещение, предоставил музейные экспонаты. Спасибо тем всем людям, мы их потом в дальнейшем, естественно, на презентации фильма перечислим, пригласим их на презентацию обязательно. А люди, скажу, разной национальности, не только абазины, но и карачаевцы, нагайцы, русские, черкесы, все участвовали практически в создании этого фильма. Всем большое спасибо. И фильм называется «Три брата». Как вы уже знаете, для тех, кто не знает, напомню, по одноименной сказке народной, которую, в принципе, собрал в 30-е годы Табулов Толистан.
Почему именно эта сказка, вернее? Ну, она больше, в принципе, предрасположена была к гражданскому обществу по своей идее, по своей сути. Вот, мы долго искали сказку, сценарий, чтобы написать сценарий по сказке, для того, чтобы отображение было обычаев, отображение было многих аспектов жизни абазин, ну и, в принципе, других народов, которые жили в то время рядом с нами по соседству. От вожделения, что лень, ну, это не выход из положения, надо брать судьбу в свои руки, надо объединяться в сферах. Вот. Это у любого народа, в принципе, не только у абазин. Но когда говорят, что таких много было людей, да вы и сами, наверное, знаете, что вот культура исчезает, культуру надо сохранять, продвигать, вот у нас нету никого, кто бы нам помогал и так далее, и так далее. На сегодняшний день есть Анол Ашар. На сегодняшний день есть большое ему благодарность, спасибо, такой лидер, как Муса Хабалич Игзеков, который готов безвозмездно помогать культуре, помогать спорту, помогать всем остальным направлениям, всем остальным жизнедеятельности человека. Вот, поэтому на сегодняшний день унывать, на сегодняшний день говорить, что у нас что-то пропадает, что у нас что-то невозможно. Сегодня шанс такой предоставился, чтобы мы вместе объединились, чтобы мы вместе создавали. Если мы не знаем чего-то, вы нам поможете. Если вы не знаете чего-то, мы вам поможем. То есть дополняя друг друга, не уча, а дополняя друг друга, мы можем много чего создать, мы можем много чего сделать, мы можем много чему научиться. Это самое главное в нашей работе. Поэтому Анол Ашара не создано для того, чтобы, или отдел культуры, да любой отдел культуры, отдел Анол Ашара, в принципе, для того, чтобы кого-то учить чему-то. Нет, мы сами учимся, мы сами учимся. Но мы одни всю культуру не вытянем без вас, без народа. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый детский садик, каждый коллектив, каждая школа, я не знаю, каждое учреждение культуры вот, болела, в принципе, вот этой идеей, заразилась вот этой идеей и пыталась сделать все, что возможно. То есть не сидеть ждать, пока это сделает Анол Ашара, не сидеть ждать, пока это сделает государство, а прийти с нами это сделать, прийти самим это сделать. Так как сегодня эта возможность дается, предоставляется, я думаю, такой шанс упускать, но это просто будет глупо. Приходите со своими идеями, со своими проектами, и мы будем совместно их реализовывать. Вот, еще раз хочу сказать, немножечко напомнить о том, что подписывайтесь на наш YouTube канал, вы найдете много чего интересного, много информации, той, которая вам нужна, которая вас интересует, скажем так, да, и не пропустите ничего. Спасибо. Так, теперь вопросы у нас. Так, по тематическим вопросам, по тематическим урокам по поводу 21 мая в школах абазинских аулов. Да, я думаю, да. Почему? Потому что если мы говорим то о конкурсах на знание своей культуры, своей истории, своего языка, в принципе, мы можем делать конкурсы на как раз таки по поводу 21 мая, посмотреть вообще, что знают наша молодежь в школе о этой проблеме,
И уже основываясь на том, что то есть такой пробел существует в принципе, в знаниях можно уже дополнять эти знания уже тематическими какими-то уроками, начиная сперва, естественно, с конкурсов, а потом уже дальше, пусть это будут уроки, пусть это будут лекции, ну, там мы уже посмотрим. Да, такое есть, в принципе, такие задумки. Спасибо за вопрос. Я думаю, что мы это будем делать вот в этом году. И еще будем привлекать школы, наверное, будем привлекать побольше не только взрослого населения, но и детского населения, для того, чтобы они приучались, просто-напросто знали с детства, что это за день такой, и для чего мама с папой, там, брат, сестра ходят туда и их с собой ведут. Естественно, если с детства мы будем их приучать, то они в своем зрелом возрасте уже будут знать и будут внутри вот этот день так, как ощущаем мы его. Так, следующее. Так, Аллах Зарасхат. Люди благодарят. Спасибо большое за наше начинание. Спасибо большое. Ну, в принципе, говорить много можно об отделе культуры. Все рассказать невозможно, мы просто вот в наш эфир не уложимся. Я думаю, мы будем выходить еще не раз в эфир и будем рассказывать о наших мероприятиях, о наших планах, о проблемах, которые мы совместно будем решать. На сегодня, я думаю, видимо, мы закончим наш эфир. Если будут, опять же, у кого-то какие-то вопросы, проблемы, если кого-то что-то интересует, заходите, все знаете, улица Даватора, 17, офис номер 3, Ануа Лошара. Мы здесь, мы всегда вас ждем. Спасибо за внимание. До свидания. Большое спасибо, дорогие друзья, что вы сегодня были с нами в прямом эфире. Это был руководитель отдела культуры Мурат Исмаилович Муков. И мы еще раз напоминаем вам, подписывайтесь, присоединяйтесь к нам на наш канал в видеохостинге YouTube. И следующий четверг, 22 февраля, в прямом эфире будет руководитель информационно-аналитического отдела УП Ануа Лошара Гюры-Черкесский Георгий Константинович Чекалов. Ждем вас в прямом эфире. До новых встреч. До свидания.